Но боится личность. Она боится, потому что она сама ограничена. Она постоянно пытается себя снова наполнять, чтобы как-то ощутить свою значимость, свою типа существование свое почувствовать, которое постоянно изменяется, исчезает. Личность, она, по сути, она временная, это как вспышки мыслей. Если ты научишься ум наблюдать как просто мысли, даже можешь их даже голосами можешь слышать мысли разными, к тебе не имеющими отношения. Что голосами? Можешь мысли как голоса слышать. Здесь и рождаются на этой теме всякие ченнелинги, там, всякая тема. Я когда в есть мысли? Конечно, все из ума. Я когда в медитациях... Из ума от какого ума? Из чьего ума? А вот чего? А где твой ум и мой? Как ты думаешь? Есть? Где вообще ум? Ну да, где ум? Где ум? Где границы твоего ума и моего? Да. Нету. Да. Есть что-то. Мы пытаемся это назвать термином, да? Ну да. Ну, не в терминах суть. Есть что-то, откуда что-то вот происходит, и к чему у всех есть доступ. И где все и находятся, ты как суть. И отсюда, вот отсюда и возникают вот эти все предсказатели, потому что все единое какое-то пространство чего-то, вечно движущихся форм. И как уже твой ум интерпретирует то, что он получил, это уже зависит от вот его... Да. Я когда медитировала долго, я слышала прям голоса, как мысли, как голоса. Причем разными, мужскими, женскими. И причем такие фразы, которые казалось, что ко мне как личности не имеют никакого отношения. Ну, предположим, я не думаю, что значит не думаю, если сейчас скажу, я уже подумала, да? Ну, скажем так, не фокусируюсь постоянно на, давай, идеи про балерин, скажем, да, про балерин. Ну, мне неинтересны они. Ну, раз я уже сказала, я уже подумала. Ну, допустим, я не фокусируюсь. И я, допустим, медитирую, и какая-нибудь мысль там, балерина, бла-бла-бла-бла, что-нибудь там такое. То есть, как бы, то, что ко мне как личности не может относиться, потому что интереса к этому не вызывает. То есть, такие фразы, которые, ты как радио включаешь, были? Вот. Это как показатели, это как такие маячки, которые тебе показывают, что где это все, источник всего. Что тем более, что ты это видишь, а твои мысли, которые ты привык считать своими, они точно такие же. Но мы почему-то решили, что это мое, это думаю я, и бегаю с этим. А они точно так же проходят, просто мы настолько их присвоили себе, ум как рыбак. Вот он закидывает эту удочку в речку, и там вот рыба плавает, он хоп, ой, моя. Поймал что-то, прицепил к себе, бегать с этой мыслью. Настолько мы с ней склеились, а это такая же самая мысль, как просто ты в глубоких состояниях погружения можешь их реально ощущать как отдельность. Причем для этого не обязательно сидеть в медитации. Ты можешь ехать в машине и просто тишину ума поймать и настолько глубоко в нее проникнуть, что ты начнешь слышать эти штуки. Ну, в этом смысла нет. На этой почве рождаются вот эти разные там ченнелинги, там всякая штука. Если мы говорим в контексте для чего... Они же ведь ченнелинги тоже, вот даже, это же тоже своего рода ченнелинг, то, что дизайн человека, но все равно это родилась... Можешь свою придумай свою. У тебя будет куча адептов. Создашь свою мини-секту. И если мы об этом говорим, об этих вещах, которые вот как мысль, да, как слышимая, то это показывает тебе, что есть ты, это не тело, это не в теле, что ты видишь отдельность элемента. Ты и без этого есть. Ты есть мысль, ты есть. Нет мысли, ты все равно есть. Значит, я не мысль. Это уже тебя, как бы слой снимает с тебя шелухи определенные, да, определенное тонкое тело, ум. И дальше исследуешь. А я-то где я настоящий, где я во всем? Ты мысли сейчас у тебя